Здравствуйте. В Ташкенте 15-16 апреля 2024 года проходила международная конференция. И собирались целители, собирались врачи нетрадиционной медицины, чтобы поделиться своим опытом. И я присутствовала тоже как целитель и слушала Бахтиера со своим выступлением. Это уникальный человек, человек света, человек души, человек, через которого проходит божественная энергия. И я получила огромное удовольствие, поучилась новому от него. Он представлял свой доклад об ауре человека, о том, как можно светом через ауру лечить позвоночник. Это большой дар, что человек это может, и что через него Всевышний послал вот эту вот возможность исцелять людей, выравнивать ювелирно все позвонки, не делая операций, не делая хирургических вмешательств, пункций, всевозможных химических атак от лекарств. Мы же знаем прекрасно, что все лекарства, они не просто лечат, они делают побочные действия на другие органы, и поэтому это большой дар, когда человек может диагностировать, искать проблему, где какая грыжа, вывих, что-то, с помощью света, который проходит через руки, через пальцы, ладони, глаза, и видя ауру человека, видя, где пробои, где какой-то воспалительный процесс, устранять ювелирно на уровне света, на уровне ауры, на уровне чакр. Это очень-очень здорово. Диагностируя, находя проблемы и потом ее устранять. Поэтому большая благодарность, что получилось нам всем присутствовать на этом конгрессе и обмениваться опытом, находить таких светлых людей и понимать, видеть одно и то же. Когда человек что-то видит, но понимает, что вокруг другие люди это не видят, это очень сложно донести и показать, что это то. Но когда рядом есть люди, которые тоже видят и видят одно и то же, и находит проблему, и потом эту проблему, в конце концов, можно проверить обычными рентгенами, УЗИ, разными доказательствами традиционной обычной медицины, да, и когда все это вот и документами можно подкрепить, и людьми, которые также целительством занимаются, это большой дар, это очень здорово. Поэтому благодарю Всевышнего за то, что дает таких людей. Спасибо. Спасибо. Светлана Николаевна, громко на